На улице уже смеркается, ребята. Вышел на улицу. И что-то непонятно. Палочка из сугроба какая-то вылезла. У меня там жерлицы стоят. Флажок. Ух ты. Красота. Ну вот сумерки. Дай бог, что налим был. Ребятки, сработка действительно на углу, на яме причем. Ну слушайте, покрутила щука, налим, не знаю, и что-то выплюнула. Времени хорошо уже прошло. Что тут у нас? Что тут у нас? Я даже не знаю, что тут. А, тут перехлёст, что ли, ё-моё. Ребята, перехлёстик. Не знаю, что за живет здесь. Карась. Блин. Разорванный весь в хлам. Опа. Короче, зубы вроде, ребята. Щучка, походу, бахала. А нет, налим. Налим вышел. Чешуи нету, ребята. Хотя он как будто... ударило и все. Раз, два, три. Ударила леска и все. Даже не крутила. Лески походу нету так много. Ладно, свеженького бахнем. Живца надо заносить. Мерзнет, блин. Палатку. Добрался до следов, ребята. Не-не,
Это лоси. Все нормально. Они ходили, вот чипали ивник. Грызли. О, ничего себе. С баранки-то уходишь. Все, ребята, сразу. Вот видно пощепы даже. Вот, кормятся молоднячком. Так шел, кушал, питался. Не-не-не, нормально все. Это старые следы просто. Охренеть снега, блин. Тут хорошо все. Есть работка, ребят, по ряду. Одна. Нормально. Ну что тут у нас? Скорее всего, ребят, вечером щучка выходила. Ну, я сказал, вечерний выход должен быть. По идее. Есть очень маленькая, ребята. Исход. Представляете? Исход. Уху. На какого карася взяла, блин. Да, щука была. Зубы-то хрена себе поранила. То самый здоровый карась был. Зараза. Небольшая. Заглотить даже не смогла. Ну вот зубы. Видно, видите? Бродягу. Я такого думал, ладно. Такой здоровый думал. Что ты, брат? Попробуй в старицу зайти. И она жаба. Видите? Думаю, что, взять так сразу нормальный кусман. Вот так вот, блин. Ладно, не наша. Значит, Маша. Щучка выходила. Там тоже, значит, щучка. Вот сумерки. Налим должен выходить. У нас мы-то за Налимом приехали. Так-то разобраться. Дорога, ребята, просто сказка идеальная. После саней. Я специально сани не снимал, чтобы дорожка была классненькая. Сани широкие. После саней дорога ровная. Только одно удовольствие ездить. Завтра вообще будет магистральный. А я вот сейчас немного рву ее. Вот тут что-то вроде загиб, ребята. Но в любом случае все надо проверять, закапывать. Вот. Да, тут на течении. Не знаю, вот этот как будто подзагнуло. Ладно, блин, вода что ли? Ну да, слушайте, вода поперла от снастей. Два подряд, ребята, все съедено. Не знаю, попал в мелочь походу. Что за рыба? Интересно. Ну, мелочь, понятно, что не секется. Вода вышла. Грязь. Понятное дело, как же без нее. Блин, вроде подискосок все равно цепляется. Нормальный. Вот тут съеденный. И тут съеденный. Подчистую, ребята, сгрызла. Вон, видите,
Ну тут, в принципе, сразу как поставил, начал кто-то клювать. Я таки понял, походу мелочь. Так, вот на новом месте, ребят, все, короче, поедены. Где по 2 поводка, где по одному. Ну, никто не сел. Странно. Странно, кто там, узнать. Ладно, еду туда. Ну, проезжал, вроде ничего не было, не загнутого. Посмотрим. Тут кто-то сидит, ребята. Дергает. Чуть по чуть. Мелочь какая-то. Какая-то мелочь, ребят, сидит. Ёрш, может, какой. Первый нормальный. Второй нормальный. И на нижнем густера. Вот она. Ребята. Да. Густерочка. Берем. Берем на котлеты. Ну тут, ребят, нормально. Тут ряд как бы и живой. Здесь, если подойдет, то значит нормально, потому что черви на месте. Это радует. Тоже немаловажный фактор, как говорится. Ну вот. Первая рыба наша. Тоже вон пожевано все. Сушится. Сушится все надо. Ох, все сырое, блин. Так, ребят, ну чё, добрался в палатке, в оконцове чё, там сработка, ну, щучка выходила, да, здесь сработок не было. На новой точке все поедено, мелочь какая-то, здесь хорошо, как бы, ну и вот подлещик попался, это хороший знак, так скажем, можете залететь лещок. Время 6 часов вечера. В принципе, отлично, все успел сделать. Вот. Еще, наверное, часиков 8 сгоняем или в 7. Ну, это может пол-8. Часиков 10. Развесился сушить. Находился по снегу. Залетело все, сапоги. Лазил там. Снега там много. Вот. Сейчас чуть-чуть передохну. Чайку попьем. И ужин приготовим, ребятки. Что нам поужин? Что, 3 куска сала, как говорится, тоже приветствуется, но надо что-то горячего. 6 часов уже. Поужинать как раз нормально. Или пока не есть, отдохнуть, съездить еще раз провериться и как бы потом уже нормально поужинать хорошо. И перед сном еще раз ездить. Короче, что-то вот типа так. Не знаю, сейчас, в общем, дух переведу пока. Такие дела. Все хорошо. Начинает яснить, морозец чувствуется. Вот. Еще туда ехал, еще более-менее, обратно уже еду. Чувствую, уже что-то руки зябнут. Как-то так. Ну, не знаю, ребят. Вот, в принципе, в 6 часов вот выход на Лима. Может клюнет. Но опять же и ночью. Ну, ночью тоже кататься себе тут такое себе. Вот.
Короче, посмотрим, что. Как обычно, экспериментируем. Ждем, ожидаем. Наше дело маленькое, ждать. Повезет, повезет. Нет, ну, на нет и сюда нет, что говорить. Такие дела. Вот так кайф. Жара в палатке, блин. Закопал, ребята. Поклевок нету, все нормально вроде. Не знаю, ночью еще поеду, посмотрим, поужинаю, может, отбьюсь, посмотрим. Тепло, нормально, хорошо, можно двигаться. Работок нету, там съездил наверх, там снизу тоже. Части комбайна отработаю и в палатку. Воду поставил, будем ужинать. Здесь тоже все тихо, все хорошо. Пойдем кушать, значит. Руки не поморали. Ладно.
Стол, ребята, лень подвигать. Так покушаем. Хитрый соус и гречка. Ну, гречку ничем не испортишь. А ну-ка, котлетка. Так и будем жить на котлетах. Рыбы-то не наловили. Там еще 4 штуки. Да что, вкуснятина. Лиса где-то орет далеко. Что-то приближается, походу. Нормально. Ребят, всем доброго утра. Выспался просто изумительно. Я вот так дома не сплю, как в палатке вообще. Сны какие-то снятся постоянно. Офигеть. Вот. Всю ночь, ребят, метель. Блин, буксировщик ничем не закрыл. Все замело, блин. Ну, эту ошибку я исправил, ребят. Я заказал уже чехол, по сути. Так-то он в кофре должен быть встроенный, но... Ну, я имею в виду, ребята от компании Тафалар делают кофр встроенным чехлом на саму технику. Вот. Ну, эти первые кофры, первые мотособаки, потому что мы с парнишкой тут, со знакомым Андреем, вот мы брали там чуть ли не из первых там серий, так скажем. Вот. И кофры еще были не в наличии, потом вот пришли, и вот, получается, чехла не было. Ну, какой-то брак, не допустили, в общем, короче. Ну, я что-то так думал, ну ладно, кофр нужен.
А вот чехол накрыл как бы, и да, и потому что вот сейчас вот в феврале кататься это одни метели. Придет, в общем, чехол, придет там еще одна вкусняшка для тундры. Потихоньку тоже немножко делаю, как, ну, для себя, приятно же. Вот. Вышел на улицу, ребят, вроде загар там торчит. Ну, есть неприятная новость. Прям настроение сразу упало. Я не знаю, как так получилось. Я с палатками уже, я не знаю, там, 17-го года. Вот так проживать. Вот. И зимой, и летом, и весной. Такое у меня впервые. Не знаю, из-за чего так получилось. Короче, на улицу выйду, покажу, ребят. Так не объяснишь. Точнее, объяснишь, но лучше показать. Короче, блин, вообще жесть. Как так, а? Ладно, там одна-две. Короче, палатки, дырочки, ребят. От не знаю чего. От некачественных брикетов. Да, брикетами топился всю дорогу. Из-за ветра, скорее всего, за выкрения. И что-то не нравятся мне вот эти искрогасители у них новые. Как бы. Они полностью закрыты. И дым выходит, получается, только с края, а не вверх. Короче, покажу, ребят. Ладно, чайку пьем. Потихоньку тут наводим марафет. Поедем на проверку. Да, что-то торчит, ребята. Флаг один есть, и походу даже на ту, что я вчера взяла. Кекс уфимский. Целый каравай. А не кекс. Чайком сейчас попьем. Что-то неохота мне там кушать. Наверное, половину отрежу, слишком большой. Но пахнет вкусно.
Выезжаю на проверку. Так, что-то повалялся еще, ребят. Смотрите, что произошло. Это прожженка, ребята. Все, если видите. С той стороны нету, но на крыше смотрю тоже. Очень неприятно. Вот я не знаю, из чего это, почему получилось, потому что я 1000 лет ночую, и у меня за какое-то время были маленькие прожженки, но это сколько ночевок было, а здесь за одну, смотрите, насеяло, ребята. Все прожгло. Или за вот этого искрогасителя, или здесь завихрение было походу. Как-то искры падали и сразу на палатку как-то их давило. Не знаю, я еще там не смотрел, наверху. Потом, когда разберу, увижу. Короче, неприятно, блин, вообще. Столько дырок, это вообще жесть. Ну чё, всякое бывает. На то оно и вещи. Понятно, если они у тебя в гараже лежат, они тебе не ломаются, не портятся. Когда пользуешься, естественно, что-то и случается. Ладно, поехали. Смотри, ребята, на ту же поклевка. Угол. Вчера вот на нее бахало. Сегодня вон, пожалуйста. Опять же на нее. А ряд весь молчит. Нифига. Работок нету. И опять тут не домотало. Буквально 2 метра. Походу мелкая щука. Или налим. Не знаю, когда клюнул. Вчера я ночью уже не поехал. Метель началась. Нафиг думаю. Поужинал хорошенько так. И, короче, спать. Ух ты, есть. Короче, держала. Опять держала, ребята, и все. Вот, короче, представляете, как рыба вообще не активна. Просто держала сколько времени, что даже заглотить не заглотила. Охренеть. Рано еще, походу. Просто в деревню попался налим. Я думаю, блин, ну чё, надо съездить попробовать. Да ешь ты, макарешки. У меня же где-то палочка-выручалочка. Вчера специально сделал, чтобы комбайн проверять. Отвалилась, видите. Держала рыбка мелкая. Почувствовал. Ну, вообще не активно, офигеть. Блин, ребят, ветер холодный. Снег этот мелкий сыпет, блин. Зараза, крупа это надоело уже. Чувствуется, похолодало. Ладно, едем наверх. Так, друзья, ну что, поднялся я до самого верха, до жерлиц. Комбайны проскочил. Что-то непонятно, там есть как будто загнутые. Будем разбираться. Что, 2 подъема, полная вымотка и холостая. Не докрутила. Не знаю. Ну, скорее всего, не налим. Ну, там сейчас посмотрим. Слушайте, выяснила. Даже солнышко вон что-то
проглядывает. Чувствуется холодно. Еду, блин, думаю, что-то как-то этот зябко. Лицо мерзнет. Вчера тут сход был у нас. Сегодня непонятно. Ну, помотала тоже. Чуть по чуть. Тут у нас сорожка. Слушайте, похоже на налима. Да. Заменим. Похоже, ребят, на налима. Вот чешуя сбрита. Подвода живая. Но видите, не активно, не берет. Не знаю, выживешь ты, не выживешь. Так что, может, и налим ночью ходил. Так, ну что тут? Тут, ребят, вроде натяжечка. Все как полагается, классика жанра. Блин, было бы круто, если бы налимчик попался. На килограммчик такой. А то как-то скучно. Ух ты. Ничего себе, ребята. Слушайте, трофей. Хороший налим, ребят, хороший налим. Налим идет как бревно. Бровочка не подвела. Все равно мусик вышел. Багор нужен. Ух ты, блин. Нужен багор, ребята. Не лезет ни в какую. Он пролез. А это щущендра. Ни хрена себе. Здоровенная. Ё-моё. Вот это Клара Захаровна. Вся в пиявках, смотрите. Стоит щука, видите? Все в пиявках. Четверка, пятерка, наверное. Вот это повезло нам, блин. Ё-моё. Охренеть. Вот эта дурочка. Прибаулочка. Жесть. Что, ребят, красотка, а? Ну, килограмма 4, наверное, есть. Завесим. Уже замерзает. Моментально. Ой, какая девка. Блин, фартанула-то, а как? Одна единственная. Ну, точнее, две, там мелочь какая-то. Налим, скорее всего. А тут такая бегемотка. Нехилая. Фу, вот это супер. Ну вот хоть так привалило бонусом, да, сразу. Приятно. Вспоминаю, ребята, здесь вчера была поклевка на крупного карася. Огромного. Не знаю, он где-то подснегал. Я решил поставить также огромного карася. Ну, то, что самые большие в Кане были. Вот. Да. Сейчас покажу, ребят. Вот, смотрите, какой карасимба. Видите? Огромный. Я точно вспомнил. Вчера здесь тоже были порезы на крупного карася. Я говорю, нифига себе заело. Ну, вы помните, да? И потом в Кане, думаю, найду опять крупного. Видите, из всего ряда она взяла самого крупного живца. То бишь щука сейчас очень... Ну, вся рыба сейчас пассивная. И как бы для атаки ей выборочно съесть лучше крупного, чем мелочь. Охренеть. И вот такая мамка попалась. Карась еще живой, блин. Поводок на замену.
Мощно. Хорошая щука. Для реки зимой, февраль. Бонусом. Блин, я на лимажах ждал. Значит, щучка вот, еще что-то. Налим молчит, ребят, смотрите. Правда, в деревне у меня на червя все попалось. Возможно, червь сейчас червя ему подавай. Бывает такое, что живца прям категорически не берет, а червя хватает. Ну ладно. Ну, бог не фраер, видит. Все равно. Понятно, что тяжелые выезды, нищие по рыбалке, но когда вот такой бонус приваливает, вот прям думаешь, ну, твои труды оправдываются. Потому что это трофейная рыба. Как бы, ну, я считаю. Вот она как-то так. Ну, блин. Рано, значит, еще рано, ребята. Начало февраля еще рановато. Чуть попозже начнет шевелиться, мне кажется. Загнуто все, ребята. Тут прям клюет. Прям клюет кто-то. Ну, отлично. Это хорошо. Тот загнутый. Этот загнутый. Тут непонятно. Там течение слабенький этот. И хорошо. Ари что делает? Ари что делает? Площадка мне как удобно. Не мерзнут лунки так сильно. Ну что там, кто там у нас? Достаем. Что тут такое, непонятно. Опа. Есть, ребята. Рыба есть. Вот такая рыбка. Рыба есть. Это не голавль, это есть. Ну и хорошо. Сейчас фоткаем его, ребята. На солнышке. Устал уже. Давно походу сидит. Сидел-то слабенько. Вообще слабенько. Так, идем дальше. Ну тут загиб однозначно. Как бы, по идее, рыба должна быть. Водичка вышла немножко, конечно. Ну как без нее. О, смотрите, ребят, видите? Клюет. Я говорю, кто-то есть. Оп. Первый пустой. Второй пустой. Все на этом. Аналогично. Ези тут. Вот то, что черви сейчас мерзнут, ребят, тут нянчиться надо. Потому что проморозишь ты их нафиг. Вот значит, что тут двигается. Ну тут полив такой, да, я сразу сказал. Здесь что-то подобное рыба должна быть, никак не лещ.
Третий комбайн, ребята. Как будто тоже загиб. Будем посмотреть. Ох, сколько всякого дерьма. Тут уже ближе к середке уже все, видите, много всякого тянет. Но у нас он пустой. Есть у берега. Хорошо походил. Ну, поедено тоже. Запуталось. Кто-то сидел, ребята, запутал. Сход. Так, ну все, тут обработал. Вот берег работает, середина, много травы, грязи идет. И как бы эффективности нету. Все у берега. Два яйца в копилку. Этот небольшой. На котлеты, ребята. Вот такой более-менее. Два яйца уже колом встали. Красота. Так, едем на второй участок. Ой, мороз, да, что-то мороз. Не на шутку, ребята, рыба он мерзнет сразу. А не обещалось такого мороза. Как обычно, синоптикам верить нельзя. Ночью какой-то ветер, всю палатку спалило, бляха-муха. Ладно. Здорово, ребят. Ну, однозначно один загиб есть. Вот. Вчера здесь гусерка попалась. Первая рыба. Посмотрим. Ну, больше как будто нет. Так, ну что, вроде загиб, друзья, не знаю. Я тебе говорю, вот чупа-чупсы, они хреново. За травы бывает гнутся. Ох ты, ничего себе, тут промерз у нас, что ли. Не особо, конечно, но зацепило. Зацепило маленько. Сильнее надо засыпать. Нет никого. Просто загнуло. Но непонятно, что за движуха. Черви на месте. Значит, показалось. Ну ладно. Так, ребят, ну что, все, обработал. Здесь черви даже на месте. Вот видите, как зависит от места. Вроде поворотом, да, вот разница. А там активная рыба ходит. Вчера сразу клевать там начала. А здесь вот ночь простояла. Тишина. Хотя года здесь давали. Надо искать. Не надо останавливаться на одном месте. Даже вот эти разница 100 метров уже результат. Те же два езенка, а уже плюсом. А так смотришь, рыбка и накопилась. Ладно, едем на лагерь. Ох ты, чудеса какие. Не было загара здесь, ребят. Ништяк. Что, и эта бровка стрельнула. Вчера поклевок здесь не было. И вот с утра не было. Уезжал не было. Только вот стрельнул, полная вымотка. Вода, водичка. Ладно, смотрим.
потихоньку расклевывается. Это радует. Ну, днем, наверное, щука. Что тут? На лим, скорее всего, нет. Оп, есть. Ну, что-то мелочь вообще, ребята. Нет, что-то начало бодаться. Щучка, походу, небольшая. Но пьявка. Носорожку взяла. В заглоте. Нравятся мне здесь щуки. Они такие желтые. На озере темные. А здесь они такие красотки. Опа. Ну, в довесок мелкая щучка вышла на охоту. Ну, сорога-то такая не маленькая. Бахнула носорожку такую. Что, завесим, ребят? Правда, уже промерзла. Кстати, когда промерзает рыба, она вес теряет. Тихо. Тихо будь. $3,680, ребят. А что-то показалось, что побольше. Вот так вот. Фу, ребят. Че, в общем, какие дела? В принципе, рыбка расклевалась. В принципе, можно оставаться на второй день. Я планировал. Ну, как бы, я всегда могу остаться на второй день. Как бы я не планирую на один. Я еду, как бы не говоря даже своем насколько. Как бы так. Завтра приеду, возможно. В принципе, понимание есть. Можно было эти комбайны даже переставить, не полениться. Хотя вчера густерка там попалась, и как бы место такое для леща. Но, к сожалению, вообще рыбы там не ходят почему-то. Ну, ребят, я забыл пилу. Оказывается, и сейчас что-то... Саняк вчера убирался, там прибирался, на глазах не попадалось. Что-то еще ночью так подумал, взял же вроде. Я ее просто готовил, я ее заправлял, я менял цепочку. Потому что после того раза, когда ездил, дрова заготавливал, ну, цепочка хреново себе показала, и как бы, ну, у меня запасных 3 штуки, я как бы периодически меняю, периодически их, ну, затачиваю. И, блин, вот брикеты смутили, брикеты кинул и на пилу, внимание, не положил. У меня осталась пачка и, короче, 3 штуки. Короче, не хватит, наверное. Топор-то есть, все есть. Да и ладно. Хорошего помаленьку. Ну, блин, сегодня холодно, сегодня топиться надо. Я вот так уже печку загасил, потому что если топить только вечером. Ё-моё, а. Ну ладно. Так что, ребят, значит, будем собираться и уезжать. Трофеи взяли. Класс. Отлично. Тогда потихоньку соберусь. Да, буду дергать. Все переобновил, перенасадил. Оставлю жалиться ночь. Может, на пару дней. Вот. Пускай стоят. Приеду. Ну, придется прокатиться, что. Да и прокачусь, что. Как бы одно удовольствие гонять. Я люблю кататься. Дорога есть, сейчас все нормально. Так что такие дела, ребят. Ладно, будем собираться, паковаться.
собрался. А так неохота уезжать, если честно. Вот. Воды, в принципе, не так много. Ну, смотрю, старица начала давить. Вес, техника, сани, груз. Смотрю, вода начала уступать. Я вчера даже лунки не бурил, потому что, ну, я знаю, что здесь даванет. Очень много снега, тяжесть большая, и моментально можно затопиться. Это уже пройденные моменты. Даже если в стороне делаешь лунку, через сутки вода и у тебя будет. Я снег топил, потому что я знаю, она как гейзером даванет, и все, тут все затопит. Вот. Ну ничего. В принципе, вчера поработал, сегодня немножко подснял. Ну, понятно, что вот надо на такую рыбалку выезжать побольше, потому что все это долго очень. Выставляться. Понятно, что как бы ездишь, проверяешь, как бы красота. Ну ничего, ребят, с бонусом, со вторым. Первый налим. Недавно 200. И тут щучка. Под четверочку почти. Ну, языки. Щучка. Котлеты. Даже вот так не густо, но не пусто. Нормально. По налиму тишина, видите сами. Рано еще. Вот. По налиму тишина. Рановато еще. Но сейчас каждую неделю что, все ближе должен он двигаться. Вот возле деревни я поймал. Думал, может, шевеление какое-то. На своих точках пока молчит. Ну, щука вот порадовала, крупная. Я считаю, это тоже круто. Все, собрался. За мной, как всегда, максимально чисто, ребят. Мусор домой. Не оставляйте ничего. Как бы увозите. Тем более не на себе. Впереди дальняя дорога, ребят. Поеду потихоньку. К вечеру доберусь домой. Вот. Все, снасти оставляю, ребят. Через 2 дня приеду. Пускай стоят. Жалко снимать было. Пускай стоит, живец живой. Все хорошо. Все, ребят, а я вам считаю, да. Писать комментарии. Подписываться в телегу, ребята, на движуху. Там все вот онлайн. Если есть интернет, я прям с рыбалок что-то делаю. Ну и поддержка, ребят. Тяжко сейчас в интернете. Я в плане того и просмотры все просело, как бы. Вот. Если каждый напишет какой-нибудь комментарий, ребята, возможно, ролик немножко пойдет в гору. Для меня это очень важно, потому что съемки для меня это любимое занятие. И для вас стараюсь. Вот. Ну, в общем, такие дела, ребят. Все, всех обнял. Пока. Поехали домой.